Добрый день, дорогие студенты, дорогие слушатели, зрители. Меня зовут Федоров Святослав Игоревич, являюсь старшим преподавателем исторического факультета нашего университета. И сегодня я бы хотел с вами переговорить по поводу одной статьи, публикации нашего профессора Алексеева Анатолия Афанасьевича. Он издал данную публикацию в одном из топовых, не побоюсь этого слова, журналах нашей страны, а именно «Этнографическое обозрение», которое выпускается на базе Института антропологии и этнологии Российской академии наук имени Кулахметла. Данная статья посвящена вопросам доместикации животных, оленеводства, вопросам жертвоприношения и так далее, охотничьей деятельности. То есть она относится к разделу антропологии, а именно антропозоологии. Название данной статьи – это «Жертвоприношение как идеальная охота» к вопросам о доместикации. Вообще следует начать с того, что общепринято, что доместикация произошла вследствие различных экономических, социальных перетурбаций. То есть одомашнивание дикого оленя произошло в целях упрощения жизнеобеспечения жителей Крайнего Севера, также увеличение коэффициента полезной деятельности, скажем так, хозяйственной деятельности. Однако авторы данной публикации предлагают еще одну немаловажную часть доместикации, то есть изменение, космологическая теория, скажем так. То есть верование этноса привело к тому, что этот этнос, эта народность приручила и одомашнила северного оленя. Вообще принято считать, что в циркумполярном мире существует несколько типов хозяйствования, но основные из них это пасторалисты, то есть люди, которые занимаются разведением домашнего скота, либо оленеводства, и присваивающее хозяйство, то есть охотничья деятельность. Когда авторы встретились обсудить вопросы доместикации, они пришли к такому мнению, что в целом приношение в жертву пасторалистами домашнего оленя в принципе очень близко и схоже с добычей оленя в охотничьих условиях. То есть, по словам самих охотников, когда человек охотится на оленя, олень, он, по их, опять-таки, словам, он сам приходит к охотнику, сам подставляется и сам приносит себя в жертву. То есть, по большой сути, по их словам, большой роли, большой вины в этом деле у охотника нету. Олень настолько благородное существо, что он сам приносит себя в жертву охотнику, чтобы у человека были средства к существованию, было мясо, пропитание и так далее, так далее. У жертвенного же оленя примерно
такой же посыл. То есть берется олень и в целях задабривания духов скотоводства, это оленеводство, ну, вообще всех духов, приносится в жертву тоже определенным способом. Животное не должно бояться, должно стоять спокойно, быть покорным, то есть всем своим видом показывать, что он сам приходит на эту жертву, и то есть сам молчаливо согласился, чтобы его принесли в жертву. Вот к таким параллелям они пришли. Следовательно, возникает вопрос, точнее идея, концепция того, что возможно, каким-то образом есть возможная связь между охотничьей деятельностью, точнее, какая-то связь есть между охотой и жертвоприношением оленя. Таким образом, что начинают изучать само охотничье действие, то есть сам акт охоты. Другим таким же примером является охота на медведя. Ну, медведь, как мы все знаем, является самым почитаемым животным, вообще в лесном массиве, да? И у северных народов медведь олицетворяет собой собранный образ всех живых существ леса. То есть он олицетворяет собой как самого себя, так и оленей, там, зайцев, лисиц, волков и так далее, так далее, так далее. То есть это квинтэссенция животного мира в одном теле, скажем так. Так вот, охота на медведя также очень сильно нагружена различными условностями и различными верованиями, скажем так. При охоте на медведя необходимо поменять свой язык в том плане, что используется особо жаргонная речь при вообще охотничьей деятельности. То есть никоим образом охотник не должен показывать духу леса, что он собирается идти на добычу того или иного животного, а именно медведя. Также во время добычи он должен петь песни, он должен плясать, бой должен быть без хитрости, без обмана, то есть на равных правах. Также после добычи необходимо разделить трапезу со всеми своими родственниками, соседями, друзьями и так далее, так далее. То есть это одно большое такое мероприятие. У пасторалистов, тоже оленеводческих, есть некий схожий ритуал, когда подбирается медвежонок, воспитывается, выращивается в полудомашнем варианте, то есть его воспитывают, вводят как домашнюю собаку, там, домашний скот, кормят лучшей едой, там, развлекают его и так далее. Потом, когда он подрастает, его сажают в клетку, но все равно испытывают к нему большое уважение и так далее. И после того, как медведь обрел свою конечную форму, то есть повзрослел, проводится обряд жертвоприношения. То есть таким же образом показывается, что медведь, он как бы равен человеку, его всячески задабривают в тот день. Также охотники, люди, которые проводят это жертвоприношение, одевают самую лучшую свою одежду и так далее, так далее. И в конце также разделяют трапезу вместе со всеми. То есть это показывает нам большие параллели между двумя радикально противоположными видами хозяйства. Из этого обращаются для дальнейшего объяснения причин
обращаются именно к слову охотника, как он рассказывает. Именно он рассказывает все идеально, то есть он сам в очень красивой одежде пришел к добыче, добыча встала перед ним, показала свое самое уязвимое место и сказала, ну, молчаливо сказала, что оно готово принести себя в жертву, чтобы человек, охотник, смог выжить и прокормить свою семью. Это со слов охотников. Но на самом деле, конечно, все понимают, что в реальности такое маловероятно, чтобы животное само по себе принесло себя в жертву. То есть в данном случае охотник стоит между двух наковален, скажем так. С одной стороны, ему необходимо задобрить духов, то есть показать, что он очень хороший человек, очень хороший охотник. Олень сам пришел к нему и упал на его копье. И со второй стороны, вторая наковальня, это желание жить, банально, там, опасность при встрече один на один с добычей, и так далее, так далее. То есть тут две части. Если он повернется спиной к первой наковальне, именно к духам, то в дальнейшем он боится, что ему не будет вести в охоте. То есть у него не будет добычи, то тем самым его жизнь прекратится. Если к первой, точнее ко второй наковальне он повернется спиной, то получится так, что он, его рано или поздно животное сможет покалечить, тем самым он не сможет также продолжать вести охотничью деятельность и в конечном итоге не сможет продолжать свою жизнедеятельность. И вот здесь объясняется таким образом, что жертвоприношение есть идеально сконструированный акт охоты. То есть вот все, что на словах говорит охотник, то с каким настроением он пришел, в какой одежде, с каким настроением он встретил животного, все это повторяется у скотоводов, у оленеводов. То есть прямо копируется идеально сконструированная охотничья деятельность, но в условиях уже оленеводческой деятельности, хозяйства. Таким образом объясняются возможные причины, дополнительная, подстегивающая причина доместикации оленей. То есть переход от обязательного, точнее переход от охотничьей деятельности, когда человек должен принести свою добычу домой, тем самым и избежать попадания между двух наковален. Он переходит к жертвоприношению, когда человек идеально сконструировал свою охотничью, свой взгляд на охоту, скажем так, в лабораторных таких условиях. В принципе, на этом все. Можете сами прочитать данную публикацию, она очень интересная. Можете скачать по ссылке, там внизу, наверное, будет. Все, спасибо.